Переговоры по Украине начались. Россия в огне после самой массированной атаки. Главная мишень Москва, а в Казахстане шум из-за покойного Жириновского. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Сотни дронов за несколько часов в обход российской ПВО. Беспилотники долетели до Москвы. Беспрецедентный удар в Киеве. Заявляют, это сигнал Путину. Почему? В костюмах и с желанием заключить мир в Саудовской Аравии. Решающая встреча американцев и украинцев. Как смотрели в глаза друг другу после перепалки в овальном кабинете. Лукашенко воюет с книгами, Европа созывает саммит и оставляет США за дверью, а в Москве и Казахстане спор из-за Жириновского. Почему не дает покоя умерший экс-лидер ЛДПР? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия продолжает наносить массированные удары по Украине. За несколько часов до встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии по приказу Путина по Украине полетело более 100 дронов и одна баллистическая ракета «Искандер-М». Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Несмотря на то, что большую часть, как заявляется, удалось сбить, а часть была локационно потеряна, прилеты все же зафиксированы. В огне Донецкая, Харьковская, Сумская и Одесская области. В последней масштабные пожары. Да, горит явно что-то сильно. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявляют, что в Одессе горят резервуары с горючим. Кроме того, был атакован жилой дом и склад с детскими игрушками. Россия в огне. 10 регионов атакованы, а беспрецедентной атаки трубит вся РФ. Более 200 дронов долетели лишь до Московской области и российской столицы. В РФ заявляет о перехвате либо же уничтожении 337 БПЛА. Сколько сбить и перехватить не удалось, держится в тайне. Очевидцы на протяжении дня публикуют кадры последствий атаки, которую уже называют самой большой за все время полномасштабной войны России против Украины. Догонялка из беспилотников, Гремело также в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областях. В Кремле заявили, что Путин об атаке знает, а все подготовительные меры по ее отражению были проведены заблаговременно. Издание РБК «Украина» со ссылкой на представителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Коваленко сообщает, что ночной удар по России – это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован. Не только НПЗ могут быть атакованы, дроны могут массово лететь по Москве. О том, что действительно означает эта атака в день переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, мы поговорили с военным экспертом и политологом Дмитрием Снегиревым. Повышает субъектность на переговорном процессе, показывает, что возможности украинской стороны в моменте нанесения ударов по территории Российской Федерации никоим образом не связаны с возможностью передачи развединформации с боку Соединенных Штатов. Это, скажем так, сигнал двум целевым аудиториям. Первое – это, соответственно, Российской Федерации, показать возможности Украины в моменте масштабирования производства ударных беспилотников и, соответственно, возможности нанесения ударов по территории страны-оккупанта. То есть это четкий сигнал, опять-таки, Российской Федерации о том, что в случае, если Российская Федерация проигнорирует предложение украинской стороны о временном прекращении активного характера боевых действий, в первую очередь в моменте нанесения ударов по объектам энергетической либо топливной инфраструктуры, о чем предлагала украинская сторона, то, соответственно, будут весьма тяжелые последствия для российской экономики.
Переговоры по Украине начались лицом к лицу в Саудовской Аравии украинская и американская делегации. Впервые после скандала в овальном кабинете они вновь на одной территории. За одним столом госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтс. С другой стороны, глава украинского МИД Сибига, министр обороны Рустем Умеров, зам руководителя офиса президента Павел Полиса и глава ОП Андрей Ермак. Он, как и другие члены команды, в деловом костюме. Внимание прессы приковано к внешнему виду украинской делегации после упреков Трампа и его команды в сторону Зеленского. В МИД Украины заявили, что за закрытыми дверями обсуждают путь к миру и двусторонние отношения Киева и Вашингтона. Госсекретарь Америки по пути на Ближний Восток уже заявил, что США считают территориальные уступки Украины неизбежными. Ермак же в колонке для The Guardian назвал встречу с американцами решающей. Прекращение огня в Украине не будет достигнуто только дипломатическими жестами. Для того, чтобы мир, когда он наступит, был прочным, необходимо предварительно выполнить ряд условий. К ним относится оказание политического и финансового давления на Россию, чтобы повысить цену возобновления конфликта. Встреча в Саудовской Аравии – путь к разблокировке военной помощи и разведданных, а также запуск мирного процесса в Украине. Об этом в интервью «Нехта» заявил политолог Дмитрий Снегирев, политические прогнозы которого неоднократно подтверждались. Соответственно, нормализация ситуации в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами. Первое – это восстановление в полном объеме обмена разведданными, восстановление в полном объеме характера военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов. И третье – это подписание договора о совместном использовании полезных ископаемых на территории Украины. Трамп четко дает понять, что подписание данного договора закрепляет характер военно-технического и экономического сотрудничества между странами как основу для дальнейшего подписания мирных соглашений. Отмечу, что с визитом Саудовской Аравии был и Зеленский, но он встречался с наследным принцем. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Второй визит американцев в Москву. Стив Уитков, спецпосланник Трампа, планирует вновь прилететь в Россию и снова для личной встречи с Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Его визит может быть напрямую связан с событиями в Саудовской Аравии, где встретились украинцы с американцами. В российском МИД не подтвердили и не опровергли эту информацию, лишь дали понять, что сейчас работают в оперативном режиме с Вашингтоном. Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно. Уитков провел первые переговоры с Путиным 11 февраля. По данным Fox News, тогда их разговор длился 3,5 часа. Уже в интервью Sky News спецпосланник Трампа назвал поездку в Москву отличной и подтвердил, что много говорил с Путиным для развития дружбы США и России. После этого, напомню, Кремль отпустил американского заложника, учителя Марка Фогеля, которого удерживали в российской тюрьме, якобы за контрабанду наркотиков. Переговоры без США. Вашингтон остался за бортом и не приглашен на саммит военных представителей, где будут обсуждать создание международных сил обеспечения безопасности Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники. Чиновник сказал, что Соединенные Штаты не были приглашены, потому что европейские страны хотят продемонстрировать, что они могут взять на себя ответственность за большую часть структуры безопасности после прекращения огня для Украины. В этой встрече принимают участие даже те страны, которые не являются членами НАТО, но входят в ЕС. На закрытых переговорах будет обсуждаться секретный план создания тех самых вооруженных сил, которые смогут обеспечить безопасность Украине. The Telegraph тем временем пишет, сейчас Трамп действует по давно разработанному плану его команды, в частности по плану Кита Келлога, который стал спецпредставителем президента США по Украине. Он в частности писал, что сокращение военной помощи Украине может быть использовано для принуждения Киева к переговорам. Кроме того, выступал против Украины в НАТО.
Россия атакует Молдову, страна в опасности. О дестабилизации ситуации в соседней с Украиной стране заявил президент Франции. В Кишиневе с этим согласились и заявили, что хорошо знают тактику россиян. Не выполнять никаких обещаний, а также проводить политику современного империализма. Макрон и Санду подписали двустороннее соглашение, которое теперь обязывает страны объединить усилия в борьбе с дезинформацией и защите избирательных процессов. В Париже считают, что Молдова находится на передовой российской угрозы. На протяжении 3 лет ваша страна в полной мере испытывает на себе гуманитарные и экономические последствия агрессивной войны России против Украины. Молдова, чье воздушное пространство регулярно нарушается российскими беспилотниками и ракетами, также вынуждена противостоять все более беспрепятственным попыткам России дестабилизировать ситуацию, направленными, в частности, на демократические институты вашей страны. Мы решили еще больше укрепить наше сотрудничество, чтобы повысить устойчивость Молдовы к иностранному вмешательству. Покойный Жириновский наделал шуму в России и в Казахстане. Причиной стала публикация в кремлевских СМИ. Те сообщили, что к 80-летию со дня рождения уже экс-лидера ЛДПР в России, а также в казахстанском городе Алматы откроют памятники Жириновскому. По плану, которым делится издание ТАСС, произойдет это в 2026 году, в апреле, к дате юбилея Жириновского. Алматы упомянуты не просто так. В этом городе бывший лидер ЛДПР родился. В акимате города поспешили дипломатично откреститься от таких планов. Там заявили, что никакой информации о памятнике не имеют. В Управление культуры города Алматы обращения об установке памятника Владимиру Жириновскому не поступали, и комиссией по охране памятников истории и культуры города Алматы соответствующее предложение не рассматривалось. Жириновский, напомню, умер 6 апреля 2022 года. Согласно официальной причине от осложнений коронавируса, не спасла депутата Госдумы российская прививка «Спутник В». Жириновский прививался ею как минимум 8 раз, а попал в больницу, кстати, буквально за 2 недели до полномасштабного вторжения РФ в Украину, о котором он часто говорил в эфирах пропагандистских СМИ, за что его неоднократно называли пророком. Нужен ли его памятник в Алматы? Подписчики из Казахстана, что вы думаете? Напишите в комментарии. Лукашенко вновь воюет с книгами. На этот раз в Беларуси признали экстремистскими издания, которые рассказывают об истории партизан во времена Второй мировой. Например, в черном списке теперь «Кровь и пепел Дражна», в которой рассказывается о том, как жители деревни Дражна были жестоко убиты в 1943 году партизанами 3 советских и 1 еврейского отряда. Кроме того, экстремистскими стали книги «Партизаны СССР. От мифов к реальности» и «Советские партизаны. Мифы и реальность». Правозащитники сообщают, что соответствующее решение было принято 6 марта судом Центрального района Минска. Напомню, буквально в январе у Лукашенко решили отправить в топку еще 30 книг, которые могли, далее цитата, «нанести вред национальным интересам». Такой стала в основном зарубежная литература. В Минске тогда заявили, что будут наказывать тех, кто продает издания, которые оказались под запретом в республике. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.